Если долго-долго-долго топать, ехать и бежать, а еще и плыть, то, пожалуй, можно попасть туда, куда направились мы, в Лукоморье. Точнее, одно из мест Лукоморья, этого старинного северного края. Для тех, кто еще не знает, Лукоморье – это не выдумка поэта или его няни, а реальная территория вдоль Обской губы, российская житница. Рыба, пушнина и, наконец, газ. Лукоморье помнит разные времена. Допушкинские, самоедов, новгородцев, казаков, послепушкинские, декабристов, зэков, первооткрывателей. Широко разбрелись за это время люди по Лукоморью в поисках достатка, лучшей доли, основали новое поселение. В одно из них забредем и мы. Это поселок Белоярск. И вызвался повезти нас туда ямальский журналист Анатолий Терентьев. Дело в том, что дороги на Ямале, а Лукоморье – это и есть южная часть Ямала, появляются в большинстве своем зимой, а весной исчезают. Летом дорогой становятся реки. Мы добрались на поезде до города Лабытнанги, перебрались через Обь в Салихард, сели в лодку и едем вниз по Оби. Сначала по Большой Оби, потом по Малой, потом уходим на реку Щучья, что берет начало со знаменитого Щучьего озера на Полярном Урале. В поселок мы попали уже к вечеру. Невысокие берега реки Щучьей в этом месте становятся выше. Земля становится сухой и светлой от толстого слоя белого песка. Оттуда и название Белоярск. Совсем не маленький поселок, как мы ожидали, аж 2000 жителей. И очень даже не архаичный. Знакомство с поселком началось вот с этой картины. Согласитесь, не совсем привычной. Оказывается, в здешних поселках отказываются от асфальтового покрытия и кладут цементные плиты. Рациональный подход – плиты служат дольше. Автомобилей в поселке много, но их путь ограничен границами поселка. За его пределы можно выбраться только зимой. Кроме автомобилей в Белоярске множество вездеходной техники и лодок. Это не роскошь, это условие выживания. В Белоярске сей год удивительно теплое начало осени. Но бдительность местных это не усыпляет. Все усиленно и не мешкая готовятся к зиме. Осень на дворе, надо ягоды собирать. Созрела брусника, бруснику собираем. Рыбалка, охота, дикоросы. Рыбу ловят, ряпушка. Сетки ставят на речке Щучье. Есть щука, язь, щекур бывает. Но мало тоже рыбы. Вы единственный, наверное, человек, кто картошку выращивает. Но я не только я. У нас на берегу реки Юрги глава администрации выращивает. Он в поле. А у нас, получается, на площадках, потому что земля весной замороженная, а на площадке, на досках она быстрее оттаивает и садим. Поселок, как это и бывает на севере, многонациональный. Но при основании Белоярска в 1951 году он был этнически однородным и почти полностью состоял из коми-ижемцев. Сейчас сложно сказать, кого здесь больше – ижемцев, немцев или русских. Кто у вас там сейчас в чуме? Папа с мамой, племянники. Сейчас в данный момент я еду к сестре. У вас совхозное или частное стадо? Частное. Большое? Ну да, среднее такое. А вы в городе тоже ходите в таких нарядах? Нет. Повседневная одежда. Но сейчас-то вот вы на таком национальном. Ну да. А в чуме как же? В чем? А в чем платье? Национальное? Да. Сейчас первых жителей поселка уже немного, но их можно выделить не только по возрасту, а по трепетному отношению к своему прошлому.
и своим вещам. Прасковья Андреевна Терентьева регулярно развешивает одежду из оленей шкур и просушивает ее. Возможно, ее никто и не наденет, как сын Николай, который малице предпочитает нынче пуховик. Но оленья одежда – это ее память. Ата ыбла-блас ko'shti ishlarini da. Aha, ko'shtim, aha. Ата odana burilasiz. Это кырдырсая вулица. Менам подружка. Kuchlaydi. Это внучка ван. Иди внучка, кулялан, майка нылыслан. Это сан берешана, гашка кот килода. Синт куйлатай. Ата дурпожа yashab yurmisa. На, конечно, дырпоje. Бура виден, дырпоje зафигли. Эни кот паша, эни не кот изи паштол. Сиди куйлан. Achidan vurishili. А чем бурса да мальчауку? Бурка врода. Бош там, да, это меки карам. Гар там. Taya сын nasibirani. На это сын сигуром. Ne bu da bu. Не взедам, да. Это меки, обес буги это кар. Ne bilan. Не взеда. Da. Все позивушим. Tayish, наверное, позже dasmali chaburni, taya сын nas. Тегин, унжукна. Unjukna. Это дума. Vay vidla oradnisi. А урод не свидел. Kujavak. Куда знам кур? Оз. Ozor. Оз. Kujazor. Oy. Это она там оз. Сидиолом. Çok kıdalamız böyle. Диквали, они тайна вауско катна, так вон, тази паш коло лонтни, коло тиле гесте верни. Лойка шуян коло, пачи лонтни коло, песпортни коло. Сиди, тарико шоры драбитла. И тиле ге будмисты да бурлуй. А вот вид челядес чувствует еще ставис шорнитан из вакурлен. А тавус шорнитанс. Тавус модернис да шорнитанс. Прасковья Терентьева приехала в Белоярск, когда в нем уже было довольно много домов. А вот ее подруга Антонина Максимовна Витязева застала самое начало. Население, которое сейчас живет в Белоярске, жили мы все в Седельниково, поселок Седельниково. Это выше километров 20 по реке Щучье. Население растет, а там очень тесное такое небольшое место. С одной стороны речка, с другой стороны огромное большое озеро. Строить нет возможности, места нет. И в 1950 году решили поселок перевести на другое место. Поехали искать. Жалко оставлять кормилицу речку Щучье, потому что каждое лето здесь селедка приходит, очень много ловят. Приехали сюда посмотреть. Здесь был высокий берег, песок белый такой, и это место называли Белый Яр. Ну и вот и выбрали здесь. Летом 1951 году началась стройка. Какой народ-то приехал? Комижемцы все были почти. Но там немцы, акатеты, там салингеры, они все говорили по-коми, хотя они были настоящие немцы. Они уходили не из поселка Белоярск, а уходили из поселка Щучье и Седельникова. Я помню 4 ветеранов. Это вот Витязев Илья Алексеевич, Вакуев Гаврил Алексеевич, Панов Петр Никитич и Канев Серафим Арафанович. Серафим Арафанович, он когда в баню придешь, он моется, у него много, то осколочные отверстия были, там все такие, израненный весь был. Поселка не было еще, когда началась война. Но обелиск напоминает белоярцам о тех, кто ушел из соседних заброшенных поселков на фронт, и о тех ветеранах, кто пришел строить после войны новый поселок.
В поселке не качают газ, но ощущение, что здесь некоторые социальные вопросы решаются лучше, чем в остальной России, присутствует. Люди постепенно начинают жить с централизованным теплом и водой, с дорогами и тротуарами, с бачками для мусора, с детскими и спортивными площадками, с одним, другим, третьим. Большинство домов благоустроенных, даже кто сам частники, кто строит, ставят себе септик и проводят водопровод, воду, идет тепло. Вот сейчас вот трассы в этом участке меняются. Так что народ хочет жить. Требования у народа повысились. Повысились, да. И домов таких, где туалет на улице, на весь поселок, может, с десяток наберется. В наш приезд проходил финальный аккорд по строительству нового ДК. Он ознаменовался установкой памятника первым жителям поселка. Оказывается, здешние жители, в отличие от оленеводов, передвигались раньше на собачьих упряжках. Порой, когда проходили такие мероприятия, как проводы зимы, всегда проходили гонки на собачьих упряжках. Собиралось до упряжек 20, и вот проходили гонки на этих упряжках. Там были хорошие призы, там солидные, корм для собак. Не такие, как сейчас в этих упаковках. А был минтай, рыба, оленина, чтобы кто выиграл, допустим, мог собак своих кормить там какой-то период времени. У нас здесь очень много было в подворье. Коровы, козы, куры. Люди, значит, держали. Ввозилось сено зимой на упряжках собачьих. Я даже сам, мне помню, было 6 собак. Я их держал, кормил, обучал. И ездил всегда на рыбалку, на охоту, только на собачьих упряжках. В Белоярске на берегу оживленно всегда. Река Щучья и дорога, и кормилица. Наш знакомый Василий Терентьев и его друзья соскучились по рябушке, которую здесь называют сельги, и отправляются на дневной промысел. Мы к ним тоже присоединимся. А пока заглянем на рыбзавод. Он тоже здесь на берегу. Перерабатывает разную рыбу, а в последнее время занят лишь приемом и заморозкой рябушки для дальнейшей отправки ее на Салихардский комбинат. Скажите, зельга, она поднимается вот как раз вот сейчас в это время, в конце лета, да? Она поднимается на нерест, да, у нее сейчас подъем будет до октября месяца, а когда вода уже остывает до 2-5 градусов, она поднимается в район озера Щучье и там откладывает икру. Потом пускается обратно в Обскую губу. По течению уже обессиленная, потихоньку она возвращается опять на кормовые свои угодья. В Обскую губу она там откармливается. А чем ловят? Неводом. У нас 2 невода и 5 бригад. Они день и ночь. Сначала 1 бригада. Круглосуточно идет вылов. У нас мощности рассчитаны на 12 тонн ежедневной переработки рыбы, заморозки и дальнейшей глазировки и упаковки в тару. В эту путину рыбы в реке Щучьей маловато. Но простым рыбакам много не надо. Для себя будет достаточно бросить пару сеток или 1 раз пройти маленьким неводом. Сегодня рыбалка в каком-то виде показательная для нас, телевизионщиков. Суть рыбалки проста. Находим на реке яму и выгребаем ее неводом. Пока рыбаки тянут невод, продолжим знакомить вас с поселком. Точнее, с другими его обитателями. Все производство в поселке принадлежит совхозу Байдарадский. На реке рыбаки, на летних пастбищах оленеводы, на краю поселка 2 фермы. Одна из них – звероферма. Здесь разводят песцов различных окрасов.
боятся. Не кусается? Не-не. Здорово так. Я работаю здесь как плотник, ремонтирую клетки, воду качаю. Сколько тут песцов примерно на звероферме? Ну, 1000, наверное, 3 где-то. Современное население Земли пушнина интересует все меньше. Потому и бизнес на шкурках малорентабелен. Но звероферма пока не закрывается, ведь это еще и место, где утилизируются отходы рыбного и оленеводческого хозяйств. Странно, но на дальнем севере тоже держат коров. Но самое интересное то, что и сено могут заготавливать. На пойменных лугах, в отличие от тундры, травы встречаются знатные. Однако оказалось, что сено везти сюда из Тюмени на баржах за 12 рублей килограмм выгоднее, чем заготавливать самим. Свое получалось в 2 раза дороже. Дойных коров всего 2 десятка, а еще телята и несколько лошадей. Но коровы породистые, и зря сена не едят, молока дают много. Надои большие? Ну да, самые такие первотелки дают 18. Привезенных мы привозили с Архангельска. Они давали 20, 22, 25. Рекордсменки есть у нас, которые дают уже 31, 32. Ух ты, вот это да. Тут вот у нас варится. Этот у нас на 300 литров объем. Пастеризованная во фляге. Потом фляги пломбируем и отправляем по организациям. Детский сад, школа-интернат. Есть в поселке у совхоза свой колбасный цех и своя пекарня. Можно было бы сказать, что совхоз – градообразующее предприятие. Но не сегодня. В совхозе работает 180 человек. Основная часть взрослого населения Белоярска раскидана по организациям социальной сферы и сферы услуг. К тому же поселок стоит недалеко от кочевых дорог оленеводов. Их дети зимуют в здешнем интернате, а это сотни ребятишек. Рентабельно это у нас 2 отрасли: рыбодобыча и оленеводство. Ну, также, в принципе, неплохо срабатывает это колбасный цех по переработке мясных изделий. Молочно-товарная фирма. Уровень рентабельности там небольшой, но во всяком случае в ноль срабатывает. Транспортная схема большое значение имеет в обеспечении жизнедеятельности организации. Удаленность очень сказывается и на ценовой политике товара, и на обеспечении всем необходимым для производства. На Ямале, будь то город или поселок, есть повсеместная традиция обклеивать стены домов разными баннерами. Кроме функционального значения ветрозащиты и маскировки неприглядных стен, баннеры несут и социальную нагрузку. Они наполнены, как правило, патриотическим и воспитательным месседжем. На одном из домов Белоярска приятное лицо традиционного северного колорита. Захотелось с этим человеком познакомиться. Что-то купуешь очень? Не я. Не я пусть, да? Не я, да. Не я, то пуджик. O zemii ca și șmădii. Amul ata ju pula sen văcene. Uite apucala, și mică amortizația codul acolo vești sulala să mi отдавать ce se vede. Topud. Da. Te butar să cuja noșni. Kinad. Mâine. Tau să că neart la câine da mâine.
Açıtkıyan. Açım. Ataççı lü. Lü. Lüse kuş teperiyeni. Мамонтовый там торвал изда коры. Мамонтовый? Ничего себе. Круто. На вона кучу битнеся? Верма. Верма? Конечно. Кучене, код вона шибитне. Давай. Кодеска кутам. Мене кутан гаште. Селско мав не менде. Оз матлинес. Оско, атис мики. Оско. Все. Ну-ка. Давай. Топтали кому. Давай. Пола друг лысна, щурасна, кадига. Важен-то имеете праздники, мы куда первое место бушлой. Важен. Да, не отклад. Кушам куш вечерне. Карку. Куш передний куса. Покшисли мышку любой. Полностью кус муна. Полностью. Да. Вода Вода сос терпит. Терпит. Ну, морты скучаем, если бурак кутасеке. Отдельно, оска чурка мы, вот это ордасия. Просто кият новоладланцы, мы верманы. Шоу в мике кият новоладланцы. Как ты были начало, да. Анна Петровна, это дивесе важен заниматься? Мне кунне ситце не важен вообще. Просто телядяс попросить истосу. И вообще мейке кукуя спасительно. Вся интернетен баравались конкурс кучемки тоже. Рукоделие, да? Да. И сытче бара почти дали. Это извата спасikemen, потом мейкен, кунеса яран платье и остятка. А я маме нам мейке яран яс, но олиснус как изватас яс. Извакон байдиснус. И олим изватас яс костун. Важен. Стадно выразили изватас костун. Сиентедан дижакусы, да? Да, сами нам мейке считайте, что родной кылы. Чета Валеевых – уважаемые люди. Недавно им вручили медаль за любовь и верность. А в газете вышла статья о них, где также поздравляли с их юбилеем 40 лет вместе. Пора вернуться на реку. Что ни говори, а рыбалка – это основное и любимое занятие местного населения. В нашем рассказе мы тоже хотели уделить ему больше времени. Итак, лодка направляется к берегу и захлопывает невод. Тянем. Всегда интересно, что невод принесет. Сельги, сырок, чокур, порошокур, сын конкилоры, сын и сыр, консир, сырнилык. Зайдем, на это вас. Будет бурмас. Итак, рыбалка завершена. День клонится к вечеру. На берегу
По приезду встречаем еще одного человека – Иван Данилович Филиппов. Человек темпераментный, общительный, имеющий на все вещи свое мнение. Вот и сейчас он посетовал на то, что люди были все одинаковые раньше, а сейчас, мол, нас поделили. Почему-то хантам-миненцам позволено белую рыбу ловить по квотам, а ижемцам нельзя. И в чем между нами разница? Если мы все здесь родились и даже языки друг у друга знаем. Коренные жители здесь это немцы, ханты, коми, русские. Вот в основном украинцы тоже есть, татары. Ну и как вы общаетесь друг с другом? Ну ничего, мы все живем дружно. Без драк? Зачем? Что мы нам делить? Мы здесь выросли все, в одной школе учились. Я действительно уважаю, да, вот другую национальность. Это когда я знаю язык. Вот вы можете сказать что-нибудь на другом языке? Манигардана, кокотен сиденьтя или. Малзоны или. Это на ненецком? Да, на ненецком. А что это значит? Это я говорю, в нашем поселке люди многих национальностей живут, и мы хорошо живем. Получит ли вразумительный ответ по квотам на вылов рыбы Иван Данилович, неизвестно. Во всяком случае, он остается размышлять на берегу на эту важную тему и обдумывать содержание своего нового письма в органы законодательной власти. А поселок тем временем погружается во тьму. Белоярск – национальный котел для северных и несеверных этносов медленно затихает. И только слышен вдалеке звук моторки запоздалого рыбака.